На фоне той беспрецедентно масштабной борьбы с организованной преступностью, которая сейчас осуществляется руководством нашей страны, да, на этом фоне, конечно, мы не можем остаться в стороне, потому что долгое время, к сожалению, места лишения свободы, они являются своего рода, наверное, инкубатором, да, именно криминала, уголовно-криминальных традиций и обычаев. Сегодняшний день нам надо сказать, что мы сейчас активно работаем по противодействию разного рода преступным организациям и группировкам рестриктивного характера в пенитенциарных учреждениях различным. В этом есть определенные успехи. Вот. Я, конечно, не могу раскрывать все эти подробности, в силу специфичности ее деятельности и определенной закрытости. У нас тоже есть свои профессиональные секреты. Вот. Но я бы хотел отметить такой момент, что сейчас, как показатель бы сказал, да, сейчас вот за этот год, за это 9 месяцев у нас увеличилось количество возбужденных уголовных дел и раскрытых преступлений по вымогательству среди осужденных и обвиняемых. Если говорить, что в прошлом году ни одного не было. Позапрошлом был только один. О чем это говорит? То, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, они опасались обращаться с такими заявлениями, да, если они подвергались какому-либо насилию, зачастую даже психологическому, что иногда даже физическому, и там, вымогательству, то они предпочитали не обращаться и решать это на своем закрытом уровне, да, либо терпеть этого. Да. Сейчас они обратились к нам. То есть это о чем может говорить? Это может говорить, что они поверили администрации учреждений, поверили службе исполнения наказания, что будет защита. Будет защита. И с каждым разом количество обращений таких увеличивается. Возбуждаются уголовные дела на лиц, которые считают себя лидерами, криминальными, неформальными лидерами среди осужденных. На этих представителей тоже активно возбуждаются уголовные дела, расследуются, вот, направляются в суд. В ближайшее время ожидается приговоры, будет дополнительность. То есть к тем 40, которые у них имеются, у них добавится еще. То есть я говорю, что положительная динамика присутствует. Здесь бы я еще хотел отметить такой момент, что в чем отличается нынешняя политика государства по борьбе с организованной преступностью, чем кардинально отрицается. Если в прежние годы, что в принципе один криминальный лидер сменял другого, и в принципе существенных изменений не происходило, определенно при таких кардинальных, то в нынешнее время совершенно другое. Политика государства, и в том числе и службы исполнения наказаний, которые выступают от имени государства в местах лишения свободы, она направлена не сколько на, скажем, прежде всего направлена в том числе, например, главным образом на ликвидацию уголовно-криминальных традиций, понятий, как вот воровские понятия, да, направлена. Это непростая работа, потому что она, этому я не буду углубляться в характеристики этому, да, рассказывать об этом, потому что этому посвящено многочисленные исследования криминологов, криминалистов, да, других специалистов в этой области, да. Это возникло давно, наверное, по одним оценкам это исследование в 20-х годах, по другим в 30-х. Но я к чему хотел бы отметить, что это возникло давно, и оно практически никуда не исчезало. Сейчас же мы поставили перед собой, государство поставило перед собой амбициозные цели искоренить это. И эта работа проводится, и есть результаты. И мы можем оценивать это, как я сказал, вот именно по количеству заявлений, обращений, так и по отзывам родственников, по отзывам осужденных, которые обращаются к нам, которые приходят и высказывают слова благодарности администрации учреждения. Это, как говорится, не бравада. То есть это не просто, но эта работа проводится. И мы будем продолжать эту работу. Мы нацелены работу эту продолжать и в том плане, чтобы искоренить это понятие, эти традиции, для того, чтобы они действительно, они же тормозили развитие уголовно-исполнительной системы, препятствовали эффективному исправлению и ресоциализации осужденных. Сейчас в этом плане, конечно, определенный успех есть. Но я бы сказал, конечно, мы только на начале пути. Еще предстоит большая работа. Но мы полны решимости выполнять эту работу.
Мы сейчас находимся на стадии подведения итогов, за 9 месяцев еще не подвели, но определенные цифры мы уже свели. Мы сейчас 20, если я не ошибаюсь, 28 у нас зарегистрировано смертных случаев. 28 из них 26 это от различных заболеваний. Естественно. Да, я бы сказал, да, заболевания, скоропостижная смерть, да, заболевания и 2 факта суицида. Вот. По преступлениям у нас нет. Что нас радует на сегодняшний день, что нет смертей, смертных случаев в результате совершения преступлений. Нет, мы такие факты не зарегистрировали, поэтому не зарегистрировали и не из-за того, что как-то их пытались скрыть. Нет, таких фактов не было. Нами это не фиксировалось, этих фактов. И никто не обращался, да? Нет, никто не обращался. Да. Но я хотел бы сразу здесь отметить, что мы ведем работу, и мы не ждем каких-то обращений. Если мы вскрываем эти факты, мы на них реагируем. То есть у нас стоит задача, например, по фактам вымогательства, да, даже, или по фактам каких-то телесных повреждений. Да. Если там, скажем, у осужденного появился какие-то там правоподтеки, там какой-то перелом, но при этом у него отсутствует, например, его заявление, если он даже говорит, нет, все нормально, я упал, тем не менее мы проводим проверочные мероприятия. Проводим проверочные мероприятия, после этого только мы, скажем, принимаем решение, да, здесь нету преступления, каких-то правонарушений, да, действительно, он упал где-то там во время каких-то спортивных мероприятий, упал там, или так далее, да, то есть мы не ждем обязательно заявлений. Насильнику пожизненное! Любую обуздывать! Насильнику пожизненное! Насильнику пожизненное! Да, действительно, мы провели служебную проверку, служебное расследование. Действительно, этот факт подтвердился, это действительно имело место быть, к сожалению. Мы обнаружили у него телефон. На сегодняшний день он, получается, по ходатайству учреждения был признан злостным нарушителем, и по ходатайству администрации учреждения решением суда был определен на срок 1 год на отбывание наказания на тюремном режиме, то есть в тюрьме. Как это получилось? Ну, к сожалению, да, проблема проникновения в места лишения свободы, места заключения сотовых телефонов, это является действительно нашей проблемой. Мы над ней очень активно работаем. К сожалению, эти факты имеют место быть, несмотря на ту активную работу, которая нами проводится, на те оперативные режимные мероприятия, различные организационные мероприятия. На сегодняшний день, сегодня мы инициировали законопроект, сейчас находится на согласовании между государственными органами, который бы усилил ответственность за попытку или проноса запрещенных предметов, в частности, сотовых телефонов. На сегодняшний день за пронос сотовых телефонов наказание, это, согласно Кодексу о правонарушениях, это административное наказание в виде штрафа. 17,5 тысяч сом, по-моему, если я не ошибаюсь. Еще мы сейчас... работу, по-моему, да, отправляли, то, что пытались пронести, я помню, рассказывали нам. Как? Вот кто пытался пронести запрещенный предмет заключенному, насколько я помню, нам рассказывали, журналистам мы ездили, помимо штрафа, их еще выписка к ним на работу, да, направляется, то, что они пытались пронести. Ну да, мы стараемся, там предусмотрят только штраф, конечно, стараемся другие рычаги использовать, в том числе общественного воздействия трудовых коллективов, наверное, да. Но сейчас мы хотим усилить эту ответственность в то, что во-первых, увеличить сумму штрафа, а во-вторых, за повторное такое правонарушение, то есть это если лицо уже ранее подвергалось административному наказанию в виде штрафа, если он повторно это делает, то уже до уголовной ответственности. То есть один из механизмов. Конечно, мы проводим работу в этом направлении с личным составом, потому что это действительно очень серьезная проблема. Я не буду говорить о причинах различных, да, чтобы это не получилось как оправдание. Я бы хотел сказать, что мы это абсолютно не приветствуем, абсолютно не поддерживаем, потому что это действительно наносит большой ущерб нашей репутации, нашей чести и достоинству сотрудника службы, потому что, к сожалению, вскрываются нами факты о причастности к этому сотрудников службы исполнения наказания. Не без этого, конечно, мы с этим беспощадно боремся. Сейчас
Даже есть факты, когда по статье халатность возбуждены уголовные дела на сотрудников, которые были причастны к проносе, к передаче осужденным запрещенных предметов, в том числе прежде всего вот этих сотовых телефонов. По этому вопросу для того, чтобы улучшить и повысить эффективность работы именно по предупреждению, да, именно проникновения сотовых телефонов, других запрещенных, мы, конечно, беседуем с нашими коллегами, в том числе, да, для них это тоже, к сожалению, наши российские коллеги, наши европейские даже коллеги тоже, для них это тоже проблема. Вот мы беседовали даже со своими испанскими коллегами, казалось бы, где у них более либеральный режим, где стоят таксофоны везде, да, а тоже, может, нет, тем не менее, телефоны пропадают. То есть это проблема не только наша, да, проблема не только наша, поэтому мы наиболее эффективными способами и методами, конечно, в этой области мы обмениваемся. Вот, конечно, работаем над улучшением технической оснащенности наших учреждений. Да, это я имею в виду речь именно о средствах подавления сотовой связи. Да. Ну, зачастую они оказываются малоэффективными, да, потому что большая часть наших учреждений уже оказывается в городской, вернее, в черте населенных пунктов, и именно использование этих средств, оно ведет именно и к подавлению сигналов для именно населенных пунктов, да, поэтому мы не можем наглухо заглушить иногда. То есть такая-то комплексная работа ведется. Одно направление — это в части технического оснащения, другое — повышение эффективности. Да. Огромное количество телефонов нами изымается, проводится служебное расследование, просто активная работа проводится. Ну, я считаю, что эту работу мы будем проводить. Я считаю, что нам, да, еще немного времени, мы, по крайней мере, очень значительно это минимизируем. Уже есть успехи, я думаю, мы добьемся того, чтобы искоренить эти факты. Мы сейчас в Джоорку Кенеше представляем законопроект, инициатором которого является Кабинет министров. Нам поручено его представлять в Джоорку Кенеше. Законопроект по внесению изменений и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс. И в частности, одно из изменений, новшеств, это вот касательно предоставления права осужденному, отбывающему наказание в колонии общего режима, и при этом являющийся единственным родителем, на свидание с ребенком на срок, предоставления права выезда за пределы учреждения для свидания с ребенком на срок не более 7 суток, не включая дней времени, необходимого для проезда в обе стороны. Да? А на что это направлено? Во-первых, этой целью этого является именно стимулировать осужденных на восстановление, на поддержание, на укрепление социальных полезных связей. И это, конечно, социально полезные связи, это является, в первую очередь, конечно, связь с родственниками. Да? Конечно, здесь еще нужно учитывать такой момент, именно его взаимоотношения с родственником, за отношения с ребенком. Может быть, нежелательно это, да, как минимум, или вообще не рекомендуется именно его дальнейшее свидание. Конечно, это будет учитываться именно желание самого ребенка. Вот, если он достиг определенного возраста, когда он может, скажем, изъявлять свою волю, да, у законных представителей. Вот. Другой вопрос еще стоит, как вы сказали, отметили, есть ли риски побега. Да? Есть ли риск? Говорит, что абсолютно никакого риска нет. Это было бы ошибка. Я бы сказал, что риски есть, но они достаточно минимизированы. Почему? Во-первых, есть норма, это же статья, другой пункт, где указано, что такого рода право не предоставляется осужденным. Следующую категорию — это осужденным пожизненным лишением свободы. Осужденным, находящимся на строгих условиях отбывания наказания, то есть это злостные нарушители. Осужденным за преступление террористического характера, экстремистской направленности. Осужденным за тяжкие, особо тяжкие преступления. Осужденным за преступления против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья ребенка. Осужденным за совершение побега или ранее совершавшим побег из промежутка, склонным к побегу, да, имеющим склонность к побегу, осужденным, которые не прошли принудительный курс лечения от
зависимость от психоактивных веществ, это наркотиков, алкоголя, туберкулезно-заразные формы, венерических заболеваний. То есть вот такой категории осужденным они не имеют права получать возможность выезжать за пределы исправительного учреждения. То есть это только могут получить такую возможность осужденные за мелкие преступления, скажем, как кража, да? Ну да, да. То есть это очень ограничено. На сегодняшний день мы провели статистику, у нас, по-моему, осуждены где-то порядка 40, которые являются единственным родителем. И основной из них это, конечно же, женщины. Основной это, конечно же, женщины, там более 30, это женщины. А мошенничество тоже входит в эту категорию, которую можно? Или они относятся к тяжким преступлениям? Ну, мошенничество, смотря какой состав, какой срок наказания, да. То есть, если тяжкие преступления, я не помню, уже относятся, но потому что тяжкие преступления — это те преступления, которым предусмотрено наказание за умышленные преступления, это от 5 до 10 лет, да, не свыше 10 лет. А вот можно ли заключенному посетить похороны близкого человека? Да, у нас, по-моему, статья 97 Уголовно-исполнительного кодекса, она предусматривает, что также осужденный, отбывающий наказание в колонии общего режима, не строго общего режима, он может в связи с исключительными личными обстоятельствами, в том числе и смерть супруга или супруги, или другого близкого родственника, стихийного бедствия, нанесшего материальный ущерб имуществу его, или материальный ущерб ему или его семье, то в этих случаях он может получить именно разрешение администрации на выезд за пределы учреждения, также на срок не более 7 суток. Ну, я бы сказал, та же категория осужденных, которую я до этого перечислил, на ту же категорию осужденных данное право не распространяется. Данное право не распространяется. Кроме того, чтобы минимизировать риск, мы еще рассматриваем такую возможность, как обеспечение его электронным наблюдением. Вы, наверное, слышали, сейчас у нашей коллеги из департамента пробации при министерстве, они сейчас тестируют работу у них в пилотном режиме именно использование электронных средств надзора, электронного наблюдения. Это вот браслеты, да, электронные браслеты. И довольно вроде бы успешно они. И мы тоже планируем эту практику распространить на наше учреждение. Вот, то есть это как бы еще повысило, наверное, минимизировало бы риски. Я бы хотел отметить, что также нормами Уголовно-исполнительного кодекса предусмотрены еще отдельные права, привилегии, я бы сказал, для женщин осужденных. Например, для женщин, которые имеют детей в доме ребенка при исправительной колонии, исправительном учреждении, ну, здесь я бы хотел отметить, что согласно законодательству у нас, если до 3-летнего возраста ребенок может находиться при матери учреждения. Так вот, если он находится при ней, после достижения возраста, она имеет возможность получить именно право выезда, также на срок не более 7 суток, для того, чтобы обустроить ребенка либо в доме ребенка, да, в детском доме, либо оставить его родственников. Кроме того, женщины, имеющие детей-инвалидов, они также имеют право, предусмотрено для них право выезда для свидания с ребенком, являющимся лицом с ограниченной возможностью для свидания, то есть 1 раз в год они имеют право. Сейчас предлагается внести дополнительно в эту норму, предоставить этим женщинам осужденное право для свидания с ребенком-инвалидом уже 2 раза в год. Да, но я бы хотел отметить, что это все будет не то, что это обязательно применено, все будет учитываться тяжесть совершенного преступления, отношение его к совершенному преступлению, признание вины, раскаяние, встал ли он на путь исправления, добросовестное отношение к обучению или к труду. То есть вот после такой комплексной оценки будет приниматься решение о предоставлении этого права. Ну, нами также предлагается в рамках этого законопроекта такое дополнение, как в целях улучшения условий и порядка отбывания наказания, создания в исправительных колониях общего режима, изолированных участков с экспериментальным режимом отбывания наказания. Что это подразумевает? Что создание в учреждении изолированного участка, где бы действовал в качестве эксперимента
особый режим, индивидуальный, ну, как экспериментальный режим, где мы могли бы апробировать различного рода реабилитационные программы для того, чтобы в дальнейшем, в случае успешной их апробации, испытания, внедрять их, распространять их на другие учреждения, на все категории, на всех осужденных, да? Для того, чтобы разрабатывать и апробировать вот новые методики, способы реабилитации, исправления, ресоциализации. Кроме того, конечно, мы сейчас изучаем, но сейчас мы пока от этого, как сказать, мы далеки, наверное, ну, как знает, как сложится жизнь, какое будет еще принято решение здесь, но мы изучаем, наверное, условия, как в качестве, может быть, экспериментального проекта, экспериментального пилотного проекта именно возмездное, платное оказание услуг, улучшенных материально-бытовых условий для осужденных. Это те же самые улучшенные условия в камерах для осужденных, да, при этом с сохранением установленного режима отбывания наказания. То есть мы эти зарубежные практики мы внимательно изучаем. Конечно, мы не говорим, что они будут, безусловно, у нас приняты, но мы к ним присматриваемся. Мы к ним присматриваемся, изучаем. Вот. Это что касается экспериментального режима. То, что мы предлагаем, еще направлено для того, чтобы предоставить осужденным к пожизненному лишению право трудиться. Вернее, предоставить нам возможность привлекать их к труду. Но, как показывают различные исследования, большинство осужденных к пожизненному лишению свободы, для них очень характерно это повышенная агрессия, конфликтность, склонность к суициду, склонность к различным заболеваниям, отсутствие мотивации на исправление. Да? А все-таки труд это является одним из важных механизмов исправления и ресоциализации, так называемая трудовая терапия. И вот мы хотим, законодательство на сегодняшний день, оно прямо запрещает нам привлекать осужденных к пожизненному лишению к труду, потому что они содержатся в камерных условиях. Мы предлагаем норму, которая бы нам разрешила привлекать. Мы рассматриваем, что будут создаваться какие-то рабочие камеры. То есть все это будет реализовываться с условием их пребывания в камерных условиях. Другое наше новшество, которое мы предлагаем, это повысить ответственность администрации именно в организации проведения медико-социальной экспертизы лиц, являющихся ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день у нас порядка 18 осужденных, которые фактически являются инвалидами, но для того, чтобы признать за ними статус лица ограниченных возможностей, необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Медико-социальная экспертиза, проведение ее тоже, согласно нашему законодательству, действующего, медико-социальная экспертиза в местах лишения свободы не проводится. Сейчас мы совместно с Министерством труда, социального развития и миграции в рамках совместно созданной межведомственной рабочей группы работаем над внесением соответствующих изменений в соответствующие нормативные права, чтобы такую возможность наши осужденные получили, потому что их право на социальное обеспечение, пенсионное обеспечение уже закреплено в уголовно-исполнительном законодательстве, но оно не может быть на сегодняшний день реализовано. Вот такое изменение мы тоже предлагаем здесь внести. Но это, наверное, основное, то, что мы сейчас предлагаем. Я бы хотел еще отметить именно в плане, я забыл сказать, наверное, да, важная работа – это работа по образованию, предоставление образования, обучения осужденных. Это мы тоже придаем очень важное значение. Кстати, я забыл сказать, что есть изменения, сейчас я вам скажу. Образование, привлечение к осужденным, получение образования, это тоже является, с одной стороны, это является одним из также важных механизмов их исправления, а другой – это действительно подготовка в то же время к их обучению, приобретение новых профессий, трудовых навыков. На сегодняшний день в наших учреждениях, мы в этом году создали 2 начальных класса в 2 учреждениях, открыли классов общего образования, куда набрали осужденных.
Вот. Кроме этого, у нас действует общеобразовательная средняя школа. Это для детей осужденных, да, ну и детей, находящихся в следственных изоляторах. Да. Кроме того, у нас функционирует 6 профессионально-технических училищ, где ведется обучение, по-моему, порядка 22 профессиям, рабочим профессиям, которые на сегодняшний день наиболее востребованы на рынке труда. Это профессия кладчика, сварщика, по ремонту компьютеров, швеи, там, по пошиву обуви, ну и ряду других. Мы хотим еще сейчас проанализировать эти направления обучения, специальностей, ввести при необходимости дополнительно, особенно в женском колледже сейчас, знаете, популярно сейчас именно специалисты по визажу, да, женским специалистам, вплоть до нам предлагают там обучать на баристу, да. Вот, ну, все это делается для того, что, первое, конечно, это достичь эффективности исправительного воздействия, и, с другой стороны, подготовить их освобождать, чтобы они овладели профессиями, которым поможет ресоциализироваться, социально адаптироваться в общество. И в этой связи я забыл, конечно, еще в этом законопроекте мы такое предлагаем изменение, что на сегодняшний день, я сказал же, общеобразовательная школа у нас нету в каждом учреждении. У нас есть в 2 учреждениях только образовательные классы, то есть и 1 школа. С учетом количества осужденных, которые, к сожалению, у нас желающих осужденных тоже не так много, которые бы хотели получаться. Поэтому открывать в каждом учреждении общеобразовательную школу или классы начального образования неэффективно с точки зрения, наверное, экономики. Да, с экономической точки зрения, нерентабельно, да, скажем так. Да. И поэтому мы предлагаем, что создавать в тех учреждениях, где необходимо, или использовать те, где уже существуют. Поэтому, если осужденный изъявляет желание получить образование, но в этом учреждении нет общеобразовательной школы или класса, учебного класса, то он может по его желанию быть переведен в другое учреждение такого же вида, то есть такого же ребиза, но где есть эта школа или образование, или образовательные классы. То есть до этого по таким основаниям вот в уголовно-исполнительном законодательстве есть четкий перечень оснований, по которым осужденный может быть переведен из одной колонии в другую такого же типа. Это в случаях угрозы безопасности, по медицинским соображениям, в случае ликвидации или реорганизации учреждения, да, по другим режимным моментам. Вот. А вот именно в области образования мы хотим ввести норму, которая бы позволяла в этом случае тоже переводить этого осужденного. То есть обеспечить реализацию его прав на получение начального, среднего или там, общего среднего образования. Ну, если говорить о том, что сейчас происходит в нашей уголовно-исполнительной системе, в частности, службе исполнения наказания, то важно отметить, что сейчас мы находимся в таком периоде таких широкомасштабных реформ уголовно-исполнительной системы. Если говорить об этом более подробно, то, конечно, в одном интервью мы вряд ли уложимся, но я постараюсь только основные моменты отметить. Это первое, конечно, это та работа, которая направлена на улучшение инфраструктуры исправительных учреждений, следственных изоляторов. У нас данную работу мы ведем, и в частности, в том числе и в рамках утвержденной заместителем председателя Кабинета министров Камчатка-Ташием дорожной карты по передислокации тех учреждений, которые расположены в центре городов республиканского и областного подчинения. Да? Это мы ведем речь, я имею в виду учреждение следственный изолятор, который расположен в городе Бишкек, учреждение, которое расположено в городе Каракол, в Джалалабаде. Вот. И вот на сегодняшний день, можно сказать, мы в этой части достигли определенных положительных результатов. Вы уже знаете, мы год назад, больше года назад мы закрыли одно учреждение, ликвидировали это учреждение, это номер 47, которое было расположено в городе Бишкек, да, где расположена была центральная тюремная больница. Мы ее перенесли на территорию другого учреждения, где построили совершенно новое лечебно-исправительное учреждение, номер 31, да, многопрофильную больницу на 315, по-моему, койко-мест, которые сейчас оснастили ее современным оборудованием, который сейчас функционирует. Кроме того, мы в городе Джалалабада мы ликвидировали следственный изолятор, который
действительно изжил себя, уже не отвечал современным требованиям как безопасности, так и условий содержания. Мы на территории Сузавского района построили новый следственный изолятор, отвечая современным требованиям безопасности и условий содержания. Сейчас мы уже практически завершили, уже ввели в эксплуатацию учреждение номер 10, это в Джалалабадской области, в Базакурганском районе, это исправительная колония смешанного режима, общего строгого режима. Это современное учреждение, которое также отвечает требованиям безопасности и условиям содержания осужденных. Кроме того, мы завершаем разработку проектно-сметной документации по дерислокации учреждения номер 21, это следственный изолятор номер 1 в городе Бишкек, да, это довольно старая постройка, да, один из корпусов, по-моему, в 40-х годах был возведен. Он расположен в центре города, и он действительно сейчас... Мы завершаем документацию, и мы надеемся, что в конце этого года или в начале следующего года мы уже начнем возведение нового следственного изолятора, да, куда в дальнейшем будет перенесен это учреждение. Кроме того, у нас на очереди стоит следственный изолятор в городе Каракол, тоже это старые постройки. На сегодняшний день уже местными областными властями выделен земельный участок, нам выделены, вернее, переданы соответствующие правоостанавливающие документы. Будет разрабатываться на следующий год, мы планируем начать разработку проектно-сметной документации. Кроме того, на очереди стоит у нас следственный изолятор в городе Ош. Там мы тоже будем переносить. Сейчас вопрос решается с местными властями, выделение соответствующего земельного участка. Кроме того, сейчас полная капитальная реконструкция исправительной колонии строгого режима, это номер 16, в село Беловодское в Московском районе, она сейчас осуществляется. Это будет тоже современное учреждение. Я бы хотел отметить вот такие вот масштабные строительные, монтажные работы по улучшению инфраструктуры, они направлены для того, чтобы улучшить условия содержания осужденных, создать условия для эффективной реализации мер воспитательного, исправительного воздействия. Все-таки мы, Кыргызская республика, в свое время в рамках присоединения к ряду международных документов, мы взяли на себя очень серьезные международные обязательства для того, чтобы приблизить к общепринятым международным стандартам условия содержания осужденных, которые бы обеспечили соблюдение их прав, законных интересов. Вот, и поэтому мы неукоснительно следуем этому, наша страна. И сейчас нужно отметить, что со стороны руководства страны уделяется, наверное, беспрецедентное большое внимание уголовной исполнительной системе. Такого в современной истории Кыргызстана, наверное, не было, чтобы возводили учреждения совершенно новые, с нуля, собственными средствами. Да. В процессе этого, конечно, мы сталкиваемся с определенными трудностями, то, что у нас еще пока нет опыта возведения таких учреждений, мы сейчас и учимся. То есть это мы полностью, наши архитекторы, наши строители занимаются этими работами. Вот это касательно, я бы сказал так, вкратце, улучшения инфраструктуры, да, строительства. Кроме того, конечно, мы проводим большую работу в области цифровизации службы исполнения наказания. Да. Ну, вы знаете, в общих стратегических документах, которые принято было руководством нашей страны по цифровой трансформации страны, служба исполнения наказания, конечно, тоже это затрагивает. И мы недавно утвердили план цифровой трансформации, цифровизации службы исполнения наказания. Это цифровая служба исполнения наказания на 25-28 годы. Этот план он предусматривает ряд мероприятий по внедрению специализированных цифровых платформ, цифровых решений. На сегодняшний день, я сказал, уже внедрена, к примеру, такая автоматизированная информационная система, как специальный учет, который обеспечит учет поступления, передвижения и высвобождения осужденных и лиц, заключенных под стражу. Автоматизированная информационная система для обеспечения деятельности кадровых подразделений – это учет и управление человеческими ресурсами. Кроме того, сейчас разрабатывается принципиально новая система, электронная система оценки рисков и классификации осужденных. Эта система нам позволит эффективно, комплексно и, скажем так, объективно оценивать степень ресоциализации и исправления осужденных, то есть вести такую работу. Кроме этого, на завершающем этапе разработка
электронная система аудита безопасности учреждения, которая позволила бы нам оценивать степень безопасности учреждения. Это такая комплексная система, которая по ряду критериев выдает оценку, насколько наши учреждения безопасности или уязвимы перед теми или иными рисками. Кроме того, еще другие многомодульные автоматизированные информационные системы разрабатываются. Ну, в общем, много таких системы интеллектуального видеомониторинга, который позволяет оценивать обстановку учреждения с точки зрения безопасности, соблюдения порядка исполнения, отбывания наказания, законности в учреждениях. То есть это в вопросах цифровизации мы тоже не стоим на месте, очень активная работа ведется. И в целом стратегической задачей в области цифровизации, нужно отметить, для службы исполнения наказания это является повысить путем вот этих внедрения специализированных цифровых платформ и решений, повысить эффективность исполнения наказания, соблюдения прав, законных интересов и свобод осужденных, искоренить какие-либо коррупционные проявления, повысить безопасность учреждения. В этом направлении мы, конечно, заботимся и работаем над тем, чтобы постоянно анализировать служебные процессы, как принято сейчас называть современным термином, это бизнес-процессы, которые у нас происходят, производить их реинжиниринг на предмет, что нам нужно еще оцифровать, трансформировать в цифровой формат. Мы заботимся о том, что постоянно основе ведется работа по повышению цифровых компетенций сотрудников. Ну, вот такая объемная, комплексная и, наверное, стратегическая работа проводится в области цифровизации. Да? Другим направлением, которое бы я хотел бы отметить, это, конечно, является именно работа, направленная на повышение эффективности исправительного воздействия и ресоциализации осужденных. Да? В этом направлении, конечно, мы работаем над тем, чтобы разработать новые эффективные методики работы, именно воспитательной работы, исправительно-воспитательной работы с осужденными. В части этой в этом году мы создали в 4 учреждениях центры социальной реабилитации и адаптации. Это те центры, которые призваны путем реализации различных реабилитационных программ психологической реабилитации, социальной, медицинской, иной реабилитации, путем реализации этих программ повысить степень эффективности исправления и ресоциализации осужденных, их социальной адаптации, успешной социальной адаптации после освобождения. На сегодняшний день в данном центре реализуется у нас, к сожалению, пока только одна реабилитационная программа «Атлантис». Она направлена на лечение осужденных, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, это наркотиков, алкоголя. Эта программа у нас более 20 лет реализуется. На сегодняшний день нам разработана еще новая программа, но она пока не утверждена. Она сейчас в стадии согласования у нас внутри учреждений. Вот мы ее передали нашим социальным работникам, чтобы они ее посмотрели, изучили, внесли свои предложения. Это программа направлена по работе с осужденными, направлена на изменение их насильственного поведения. Такая универсальная достаточно программа. Мы надеемся, что до конца года мы ее уже утвердим и тоже будем реализовывать. В том числе мы планируем в этих центрах реализовывать программы, направленные на работу с осужденными, страдающими помимо зависимости от психоактивных веществ, ну и имеющими зависимость, склонность к девиантному, отклоняющемуся поведению, различным склонности к суициду, самоповреждению, иному деструктивному какого-либо поведению, склонностью или зависимостью от азартных игр, игромания. То есть, кроме того, мы сейчас активно изучаем зарубежные реабилитационные программы. У нас сейчас очень востребована программа по работе с осужденными за преступления террористического характера, экстремистской направленности. Изучаем программы по работе с осужденными женщинами, с осужденными детьми, с учетом именно гендерно-возрастных особенностей. Да, вот. Но важно в чем? Важно не только, скажем, изучать эти зарубежные программы. В первую очередь мы изучаем их на предмет их научной обоснованности,
эффективности применения за рубежом и способности, возможности адаптировать к нашей уголовно-исполнительной системе. Нам предлагают различные программы, но, к сожалению, не все, даже те успешные программы, которые реализуются в пенитенциарных системах, скажем, европейских стран, они могут быть успешно реализованы у нас. То есть мы на предмет их адаптивности тоже изучаем, потому что это действительно очень востребовано, с осужденным необходимо работать для того, чтобы сделать их, обеспечить, вернее, их успешную интеграцию в общество. Кроме того, в рамках этой работы мы работаем над повышением потенциала нашей психологической службы. Я хотел бы это отметить даже особо отдельно. Мы в прошлом году создали пенитенциарную психологическую службу, которая представляет собой такое организационное единство подразделений психологических и пенитенциарных психологов, которые работают в учреждениях. У нас в учреждениях работает по 1-2 психолога в каждом учреждении. На сегодняшний день кадровый состав у нас насчитывает порядка 20 пенитенциарных психологов. На что направлено? В первую очередь это, конечно, работа с заключенным, то есть с осужденными и обвиняемыми следственными изоляторами. Ведут работу именно по постановке психологического диагноза, психодиагностики, оказанием помощи в снятии эмоционального напряжения. Ну, понятно, что человек, когда попадает в места лишения, это первое, что он подвергается, конечно, сильнейшему эмоциональному стрессу. Задача психолога, который с первых же, желательно минут, часов, встретиться с этим осужденным или обвиняемым, что чаще, да, непосредственно в следственном изоляторе, да, и провести с ним беседу, постараться снять его эмоциональное напряжение, стресс и подготовить его, оказать им совет в подготовке к пребыванию в новой социальной среде, то есть в новых социальных условиях, это в условиях изоляции. Изоляция и помочь, оказать им содействие, обучить его бесконфликтному пребыванию, да, для того, чтобы он умел регулировать, предупреждать конфликты. В дальнейшем он оказывает помощь, психологическую помощь осужденным для того, чтобы в период его дальнейшего отбывания наказания оказывает помощь другим подразделениям, например, исправительного учреждения, для того, чтобы индивидуализировать процесс наказания. Все-таки один из принципов уголовно-исполнительной системы и отбывания наказания — это является индивидуализацией наказания. То есть каждый осужденный — это личность, она индивидуальна, она уникальна, и постараться именно индивидуализировать, то есть определить те механизмы, те методы и приемы воспитательного воздействия, какие будут более эффективны к нему, здесь тоже является задача психолога, который будет подсказывать и режимным работникам, и оперативным работникам, и социальным работникам, воспитателям, даже и медицинским работникам. То есть и задача психологов пенитенциарных является и определить, постараться определить склонности к девиантному поведению, склонности к суициду, например, что является актуально. Поэтому в этом направлении мы активно работаем нашей психологической службой над повышением их кадрового потенциала. Мы в этом году начали проводить серию профессиональных тренингов. В этом нам помогают наши международные партнеры, в частности, программный офис ОБСЕ в Бишкеке, именно программы по работе, именно использованию методов когнитивно-поведенческой терапии с осужденным. То есть мы в развитии дальнейшей пенитенциарно-психологической службы видим в этом большое будущее. Большое будущее, я думаю, потому что она действительно необходима. К сожалению, есть у нас проблемы, нехватка психологов, если учитывать общее количество у нас осужденных и обвиняют, это порядка около 7 тысяч, 6-800, вот так 6-700, она постоянно меняется, естественно, кто-то освобождается, кто-то вновь прибывает. И количество психологов, конечно, это очень большая нагрузка, они зачастую не успевают. Ну и, конечно, постоянное совершенствование знаний наших психологов. В целом нехватка психологов даже в гражданском секторе ощущается, а пенитенциарный психолог — это вообще уникальная специальность, ее, конечно, тоже очень не хватает. Другим направлением нашей работы, конечно, это повышение безопасности наших учреждений, профилактика преступлений и правонарушений, соблюдение законности в наших учреждениях. В этом направлении большая работа проводится, есть определенные результаты.